Еще раз доброе утро всем. Я напоминаю, что этот эфир посвящен Международному женскому дню, и у нас сегодня будут гости. Итак, это утро меня с нами встречает юрист Елена Мурадова. Доброе утро. Доброе утро. Елен, как я уже сказала, ты юрист. Скажи, пожалуйста, как тебе работается в коллективе, где мужчины? Как вообще относятся к женщинам? Ну, конечно, юриспруденция – это все-таки больше мужская сфера, ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас все-таки, мне кажется, более-менее уже на равных процентном соотношении женщин много в юриспруденции, да и в правоохранительной системе в целом. Работается, ну, я вам должна сказать, что особой разницы между работой в женском коллективе или в мужском я не вижу. Может быть, только есть какие-то моменты, когда вокруг тебя только женщины, ты немного чувствуешь себя свободнее, ну, учитывая все-таки наш менталитет и прочее. Но что касается именно профессиональных моментов, то, ну, все одинаково, я бы сказала так. Хорошо, но вы в работе, тем более это нелегкая работа, скажите, вас вообще хватает на семью? Сейчас хватает. Сейчас, когда я работаю, ну, у меня частная практика, я работаю сама, конечно, сейчас у меня больше времени. Раньше, как говорится, в молодости, когда работала в правоохранительной системе, там все-таки график другой, другой образ жизни, я бы сказала. И я, конечно, мало видела, как росла моя дочь. Но сейчас, да, сейчас уже я стараюсь, наверное, и с годами человек понимает, что работа – это хорошо, но внимание семье и себе нужно все-таки уделять и в любом случае находить на это время обязательно. То есть семья вне очереди. Да. Хорошо. А вообще для вас в чем заключается счастье? Я полагаю, что не только для меня, но если брать в целом женщин, это, конечно, в первую очередь это покой и благополучие семьи. То есть если в семье все благополучно, если все здоровы, если нет никаких неразрешимых глобальных проблем в семье, то это и есть счастье, просто чтобы все дома было хорошо, скажем. Вот, многие сетуют, что почему-то раз в год только уделяют внимание, и вообще это праздник, это формальность. Что вы скажете на это? Ну, я считаю, что хорошо, что есть формальный праздник. В любом случае приятно осознавать, что через несколько дней праздник официальный, женский, и в любом случае тебя кто-то поздравит. Конечно, не сказать, что у нас не уделяют внимания женщинам, там другие праздники, конечно, существуют, но мне все равно этот праздник нравится. Самое главное. А лучший подарок для вас в день 8 марта? Я думаю, что я лучшего подарка еще не получала. Он у меня впереди. Ладно, тогда мы вас можем порадовать цветами. Спасибо. Это, я думаю, порадует всех женщин. Благодарю. Поэтому спасибо вам, что пришли к нам в гости. Я вам желаю самого прекрасного настроения, не только в этот день. Спасибо еще раз. Спасибо. А я напомню, что это утро с нами встречала юрист Елена Мурадова. Мы продолжаем наш эфир. Оставайтесь с нами.